Перед началом ролика хочу сделать важное заявление. Я создал второй канал, территория Коми называется, там сейчас 40 подписчиков. Туда будут публиковаться все мои путешествия по республике Коми, экспедиции. Поэтому переходите, подписывайтесь, если вам интересно. Этот канал я также буду вести, тут также остаюсь как личность, как этноблогер. И прежде всего буду появляться здесь в Коми национальном костюме. Челом Энерджис, привет, дорогие друзья. Мы летим в Москву на конгресс блогеров, первый конгресс блогеров. И я не знал, что одеть, поэтому лечу в национальном костюме. Куртка выполнена на традиционной основе. И национальный костюмчик с орнаментами. Посмотрим, как будет реагировать народ. Костюм тоже, да? Вот и мы прилетели, уже находимся в такси. Пока вышел водитель заправить машину, расскажу о том, что костюм, национальный костюм смотрели мельком, но особо никого не удивил, потому что все летели из республики Коми, а там национальный костюм это как бы в приоритете, в почете и носят его на каждое мероприятие. Сейчас мы приедем в Шереметьевский дворец, парк-отель. Ехать примерно час, мы уже опоздали на мероприятие, на открытие. Но ничего страшного, там будет целый день у нас движ. А я хочу представить себя именно в национальном костюме Коми Республики, костюме Коми народа. Потому что я долго думал, как мне презентовать себя, и ничего лучше не нашел. Потому что у меня нету пиджаков Гуччи, нету там каких-то дорогих туфель, да. Но есть у меня дорогой к сердцу национальный костюм, который всегда еще интересовал людей, и надеюсь, что в этот раз будет не исключением. Ну что, отправляемся. Пока едем в такси, я переписываюсь с организаторами выставки «Территория Коми глазами ветра». Выставка сейчас откроется 13 декабря в Питере. Первый раз в Москву приехал, я жил именно в этом отеле. Потом во второй раз опять живешь здесь. А в третий раз? Третий раз. Уже попростее. Запомни, власть и закон таков. За каждым из нас по 100 учеников, и за каждым из них по 100 учеников. Не надо слов, я всегда готов. Москва, Дубай, Лондон, Париж, статус, престиж. Москва, Дубай, что это значит? Как хочешь, понимай. Учеников набирай, учеников обучай, статус качай. Друзья, у нас конгресс уже начался, столько новых знакомых. Я буду до 15:00. И у нас Вера Третилова, дневник Удмуртки. Привет! Вера, ты тут будешь выступать или как? Нет, я буду тебе хлопать сегодня. 15:00 сегодня выступление. И очень много знакомых, которыми мы уже встречаемся с глазами и будем знакомиться сейчас. Добрый день, меня зовут Коваленко Этель, я модератор сегодняшней конференции «Мой путь в блогосферу». Расскажите, вы тоже блогер? Нет, я не блогер, я работаю в СМИ, но меня сюда пригласили пообщаться с блогерами, потому что я считаю, это одно из самых перспективных направлений. И так как вы путешествуете по России, я знаю по Республике Коми, и мне очень интересно пообщаться с людьми, которые делают именно travel-контент. Спасибо, спасибо. Так, друзья, пришло время употребления пищи с популярными блогерами и не только. Ну что, будем встречаться, разговаривать и знакомиться. Запомни, власть и закон таков. Меня зовут Бобрецова Ксения, я занимаю на данный момент должность координатора по СЗФО «Блогеры добра», Ассоциации блогеры добра. Вот. Расскажи, как форум идет.
Ой, форум идет вообще потрясающе, на самом деле очень сильный, классный уровень, представлено очень много интересных людей и из блогосферы, также людей из политики. Правительство Российской Федерации очень заинтересовано именно в направленности блогерства, да, то есть если можно так назвать, скажем, неформально блогерство, заинтересовано именно в том, чтобы нести частичку добра, нести именно ту энергию, которая будет мотивировать, заряжать на добрые созидательные поступки. Также хочу отдельно еще сказать про традиционные национальные ценности. В соответствии с указом президента сейчас очень важно именно ориентир на достоинство, внутреннее достоинство, на воспитание традиционных нравственных ценностей, такие как это создание семьи, это деторождение. Это так замечательно все, я очень рада, что это сейчас будет именно масштабироваться, пропагандироваться. Также это культурные ценности, да, вот обратите внимание, Генрих у нас сегодня представлен в таком наряде, это традиционный коми национальный костюм. И я очень рад, что попал на конгресс, первый конгресс народных блогеров добра, и в этом костюме зашел в зал, и у всех от спикера отвернулись глаза, да, на меня посмотрели, даже стало неловко. Но для этого я и приехал сюда, чтобы повысить свои эмоциональные компетенции и познакомиться с людьми интересными, привлекая внимание. Меня зовут Пиви Лидия, общественный и социальный деятель. Я сегодня представляю тему экопросвещения. Вообще у меня несколько моих авторских экопроектов, например, проект «Экогиды по России». Очень, кстати, созвучный, потому что в нескольких городах России у нас есть авторы, которые помогают внедрять инициативы экологичные в своем регионе, вдохновлять людей. Это такой справочник, он доступный, у нас есть сайт ecoguides.ru, и каждый из любого региона, из любой республики может воспользоваться этим экогидом. Для начала я просто начала делать какую-то свою благотворительную деятельность, вдохновлялась просто людьми с огромным опытом и постепенно стала сама уже вести свои проекты, ко мне стали обращаться как к лидеру мнений, как к блогеру тоже, поскольку мы сегодня на таком блогерском мероприятии, и приглашали тоже, и приглашают на разные события, мероприятия. Я абсолютно делюсь опытом открыто, искренне, говорю как есть, потому что начинала вот с небольшой аудитории, просто с друзей, знакомых, и так все постепенно закрутилось, завертелось. Друзья, блогеры, как вы? Да. А скажите, как вы думаете, насколько нужно проводить такие форумы, именно чтобы в офлайне мы встречались? Очень нужно, очень. Мы же как, а иначе как мы сюда вообще попадем в одну точку, да? То есть ты живешь у себя в регионе, мы там у себя, вот мы в Питере живем. Я вот, кстати, мы даже в Питере не виделись, а вот теперь бац, и познакомились. Так что это очень полезное мероприятие. Ну, конечно, офлайн это вообще возможность совершенно другого диалога, потому что онлайн это всегда какие-то картинки, какие-то тексты, ты не видишь порой человека за этими текстами, да, а когда ты встречаешься лично, да, это сразу уже другие перспективы, другая совершенно линия. Поэтому обязательно офлайн это тема. Все, спасибо. Здравствуйте, меня зовут Светлана Ковалева, я президент Ассоциации независимых производителей интернет-контента «Народные блогеры добра». Я рада приветствовать тебя, Генрих Немчинов, путешественник, этноблогер. Наш конгресс посвящен блогерам добра, которые провозглашают народные, традиционные, духовные, нравственные ценности, культурный код нашей страны, семейные ценности, образование. Поэтому мы решили на своей площадке собрать молодых ребят, которые двигаются вместе, да, и объединить их движение и сделать, скажем так, кросс-культурное, кросс-массовое движение. А какие дальше перспективы? Ну, на самом деле, ассоциации только 3 месяца, и, конечно, мы не собираемся останавливаться на конгрессе. Конгресс будет ежегодным, мы также будем встречаться с блогерами секционно, да, по направлениям деятельности. Конечно, кросс-культурные какие-то взаимоотношения. И что хотелось бы сказать, конечно, это конторская инициатива. А так как этот проект будет носить рамки федерального проекта, и на этой площадке будут собираться очень интересные молодые люди, конечно, это медийное пространство, медийные какие-то рекламные интеграции, поэтому мы всех ждем. Приезжайте к нам, становитесь частью нашей команды. Я вещаю о коми-культуре, о коми-языке и о коми-республике. Езжу, показываю наш регион большому количеству аудитории. Я есть во всех социальных сетях, и прежде всего я называю свой регион, Республику Коми, Россией в миниатюре, потому что там у нас есть все.
и тундра, и горы, и поля, и леса. И поэтому хочу вам показать промо-ролик моего проекта «Территория Коми». Наша насыщенная поездка в Москву завершается. Конгресс подходит к финалу. Первый конгресс. Я очень надеюсь, что поездки в Москву будут чаще вместе с Ассоциацией «Народные блогеры добра». И все блогеры будут популяризировать Россию, нашу великую страну. А я буду с флагом территории Коми продолжать ездить и представлять наш регион, нашу культуру, наш традиционный костюм. Сейчас вот флаг территории Коми официально в Москве, возле Шереметьевского дворца. Мы выдвигаемся в Республику Коми, наш отчий дом. Погнали!